Уже в который раз встречаю упреки некоторых людей, говорящих о том, что мы, ингуши, ранее практиковали обычай, в соответствии с которым сыновья могли жениться на своих мачехах. Сейчас будем разбираться, так ли это было на самом деле. Впервые эта тема затрагивается в книге «Путешествие по Астраханским степям и по Кавказу», принадлежащей Яну Потоцкому, который совершил это путешествие осенью 1797 года. В этой своей книге он писал, цитату: «У них бывает до 5 жен, после смерти отца его сыновья женятся на них на всех, за исключением своей матери, на которой женится его другой брат. Чеченцы часто упрекают их этим постыдным обычаем, но ингуши отвечают: сперва мой отец спал с моей матерью, а теперь я сплю с его женой». И сразу далее Потоцкий снимает с себя ответственность за эти сведения, говоря: «Я привожу здесь подлинные слова Уруса, не претендуя на подтверждение значения этого силлогизма. Если что, это написано в предыдущем источнике». Конец цитаты. Теперь нас интересует осведомитель Потоцкого Урус. Кто он? О нем ранее автор высказался следующим образом. 27 октября. Урус, представитель чеченцев, оказал мне честь продолжительного пребывания у меня. Он пил мою воду жизни. И далее он пишет. 28 октября. Чеченец Урус всегда получает огромное удовольствие от моей воды жизни. По всей видимости, человек настолько увлекся употреблением воды жизни, что перестал понимать то, что говорит. Отсутствие адекватного восприятия реальности также проявилось в его рассказах о верованиях ингушей. Так, например, 27 октября он говорит, что у ингушей есть небольшие серебряные фетиши неопределенной формы. А 28 октября уже говорит, что ингуши, у которых оно сохранилось, далеки от признания Даала, проклинают его и не почитают ни скал, ни фетишей. Так почитают фетиши или нет? Особо пикантно утверждение, что ингуши далеки от признания Даала и проклинают его. Бред, очевидно, несусветный. Итог здесь таков, что как сама информация, так и ее первоисточник неприемлемы. Ни со стороны шариата в том плане, что свидетельство пьяниц не принимается, ни со стороны разума в том плане, что свидетель противоречит сам себе. К сожалению, это никак не смущает канал Chechen Voice, и всех тех идиотов, кто распространяет этот бред, настойчиво пытаются выдать эту откровенную ложь в качестве факта, как они об этом говорят. Желая утвердить эту ложь в качестве истины, они пытаются выставить дело так, что у этой истории, помимо чеченца Уруса Потоцкого, есть еще другие источники. В числе таковых они упоминают Клопрота, Гробовского и Ковалева. В сумме у них каким-то чудом получилось, как они сказали, 5 писателей. Отличное познание не только истории, но и математики. Это же смешно, посмотрите, сколько лайков там стоят. Пора бы нашим ненавистникам задуматься, откуда и у кого после этого они берут информацию. Эти бредни распространили и каналы Чечен Зорзук, Нахче, Chechen Voice и так далее. Берут информацию с людей, которые даже нормально посчитать ничего не могут. Тем не менее, разберем. Во-первых, лживость Уруса, от которого взял сведения Потоцкий, нам, думаю, прояснилась. Что касается свидетельств Клопрота, то да, он в своей книге «Описание поездок по Кавказу и Грузии» в 1807 и 1808 годах тоже пишет об этом, якобы обычаи ингушей. Они берут 5 и более жен, а после смерти отца самый старший сын женится на них всех, исключая свою собственную мать. Если этот скандальный обычай осуждается в присутствии ингуша, он отвечает: мой отец лежит с моей матерью, так почему же я не буду лежать с его женой? Во-вторых, в своей книге несколькими абзацами ранее, Клапрот прямо ссылается на Потоцкого, передавая некоторые сведения об ингушах. Он это подтвердил в своей книге «Описание поездок по Кавказу и Грузии» в 1807 и 1808 годах. А в-третьих, далее у него идет текст, в котором уже без ссылок на информатора. Между всем прочим упоминаются 6 различных эпизодов, идентичных тому, что говорил товарищ Урус. И среди них интересующая нас история о том, как сын берет в жены овдовевших своих мачех. Так что заимствование очевидно. Что касается Гробовского, то у него сведения о женитьбе людей на своих мачехах отсутствуют. Ибо наши псевдоисторики даже источник этому показать не могут. Что же касается Ковалева, то он на самом деле Максим Ковалевский, написавший в 1887 году книгу под названием «Закон и обычаи на Кавказе». В нем он действительно упомянул сей, якобы, обычай ингушей, но при этом ссылался, опять-таки, на того же Потоцкого, сказав:
Потоцкий рассказывает, что в его время, то есть в конце XVIII века, когда учению Корана не удалось еще реформировать нравы горцев, вдовы по смерти мужа становились по праву женами оставленных ими сыновей, одна только мать не могла сделаться женой сына и поступала к его дяде, то есть к брату умершего. Этот обычай практиковался, впрочем, лишь у одного из чеченских племен, ингушей. На замечание Потоцкого о безнравственности подобного обычая хозяин его, ингуш Урус, отвечал: отец мой проводил же ночь с моей матерью, я не вижу, почему мне нельзя провести ее с его женой. При этом, очевидно, Ковалевский допустил 3 ошибки в передаче сведений. Во-первых, замечание делал не Потоцкий, во-вторых, отвечал не ингуш, а в-третьих, ингуши — это не чеченское племя. И замечание и ответ исходят от того же злосчастного Уруса. От себя здесь же скажу, что Ковалевский здесь перевирает того же Потоцкого. Одним словом, вся эта история ложь чистой воды, она противоречива и провокация воспаленного сознания одного бедолаги. По всей видимости, те, кто ее сегодня упорно транслируют и желают утвердить в качестве истины, являются нравственными потомками этого человека. Разве кто-то пожелает, чтобы о его народе говорили на основе свидетельств алкоголиков и лжецов? Разве кто-либо из адекватных примет подобную ахинею, сказанную неким алкоголиком в адрес своего народа, которую он, например, рассказал бы графу Потоцкому, после чего ее потом повторят 5 писателей? Или 105? Конечно же, нет. Так не принимайте же подобное и для других. Я уверен, что не те, кто это распространяют, не те, кто это изначально выкладывал у себя, даже не интересовались этим подробно, потому что их маленький объем мозга на это не способен. Зайдите на страницу Бузуртанова и посмотрите его видео с Кадзаевым, ведь именно их в качестве аргумента выставляют блогеры. Эти антиингушские каналы обрезали часть видео и поставили лишь тот момент, в котором эти 2 человека, Бузуртанов и Кадзоев, цитируют то, что Ян Потоцкий писал об ингушах. Далее вы увидите видео, что они говорили на самом деле. Ян Потоцкий, кажется, если путешественник, он в горах Ингушетии не был, с ним о наших традициях, обычаях говорил такой исторический персонаж, который у него в дневниках был, и потом опубликовали эти дневники. Вот этот персонаж, он представился чеченцем, неизвестно, может, он чеченцем не был. Но факт тот, что вот этот граф Потоцкий говорит, что я с его слов привожу все эти сведения об ингушах. Но сейчас меня в данном случае интересует другой вопрос. Вот я зачитаю это место из Потоцкого. Я и книгу здесь сейчас показываю вам. Вот он пишет. Со слов Уруса он пишет, Потоцкий. У ингушей бывает до 5 жен. После смерти отца его сыновья женятся на них на всех, за исключением матери, на которой женится другой брат. Потоцкий здесь продолжает. Я привожу здесь подлинные слова Уруса, не претендуя на подтверждение значения этих силлогизмов. Обычай имеется в виду то, что в данном народе должно быть постоянно. И распространено. Да, распространено и постоянно, и что это не частные случаи, а то, что делается всегда. И то, что должно делаться, обычаи обязывают человека поступать именно так. По этой традиции. Да. Но такой традиции обычай не было. Традиции такой не было. Видать, вот этот, как его... Персонаж Урус. Это Урус был большой комик. Но нет, они описывают, что он любитель выпить был. Ну, он сочинил это. Видимо, где-то ему ингуши не угодили. Такого случая... Даже не помню. Не только не было, быть не могло. Не могло. Как мы увидели, они никак не подтверждают, что так оно и было. Тем не менее, они опять же сказали, что лишь процитировали это. Вот и все. Но тот, кому это выгодно, обрезал это и извлек выгоду в очернении истории ингушей. После всего задаешься вопросом, что людей заставляет так поступать. Думаю, проблема в грязных помыслах и мутном намерении. От себя скажу, что я не слушаю таких историков, как Бузуртанов или Абадиев, ибо я не согласен с ними, что они в основном говорят. Но мне стало интересно, и я посмотрел весь материал Бузуртанова и нашел видео, в котором он оправдывается тем, что от себя ничего не говорил.
А то, что это был разбор слов Потоцкого, и в самом деле, они и разобрали этот источник. И в этом видео не было подтверждения слов Потоцкого. Ингушам, хочу сказать, которые хоть в один миг задумались над тем, что ингушефобы распространяют о нас, о нашей истории, неужели все так и было? Не удивляйтесь, когда видите стремление фальсификаторов истории дискредитировать наших предков или умалить достоинство наших предков и истории. Или более того, преднамеренно исказить их образ в наших глазах. Они делают это не для того, чтобы оскорбить их, умерших сотни лет назад, нет. Главная цель этих негодяев – это мы. Чтобы мы с вами стали просто рабами, внутренне поверженными перед ними. Теперь посмотрим, что Яковлев писал по этому поводу. Древний адат не разрешает ингушу жениться на всех его родственницах. Поэтому, если строго соблюдать это запрещение, ингушу нельзя жениться, во-первых, на всех своих фамильных сестрах, то есть на всех женщинах из фамилий отца и матери, а также из фамилий бабки отца и бабки матери. Кроме того, жениться нельзя на двоюродных и троюродных сестер, происходящих от родных бабки или прабабки, по женским линиям в первом поколении, то есть на шучи и мохчи, как говорят ингуши, и на фамильных племянницах и их потомках до 3 поколений включительно, хотя все они носят чужие фамилии. Как видим, ингушу есть над чем призадуматься, прежде чем остановить на ком-нибудь свой выбор. Обычай здесь гораздо строже мусульманского закона шариата, по которому жениться можно и на двоюродных сестрах. Но жизнь в лице молодого поколения ингушей ведет уже упорную борьбу против этих остатков когда-то сильного родового быта. Мало-помалу запретный для любви круг родственниц делается уже и уже. Запреты с фамилий бабки по отцу и бабки по матери постепенно снимаются. Рушатся и другие запреты, несмотря на ворчание и противодействие стариков. В последние годы перед войной уже случился брак одного ингуша со своей шучи, то есть брак двоюродных брата и сестры от 2 родных сестер, хотя этот случай и вызвал множество разговоров и нареканий по всей Ингушии со стороны строгих блюстителей обычаев. Но и в пределах дозволенных фамилий отец и родственники жениха внимательно обсудят, пара ли жениху та или другая невеста, достаточно ли крепка и почетна ее фамилия, чтобы стоило родниться с ней, и так далее и так далее. Здесь, как и во многих других случаях жизни, нажилое поколение ингушей еще любит поговорить о достоинствах и недостатках того или иного рода, посчитать древность его происхождения и принять все это во внимание при выборе невесты. Как мы и видим эти слова самих ингушей, касательно своих обычаев, автором является Яковлев, которым очень любят упрекать наши недоброжелатели, даже отметил, что древние адаты ингушей гораздо строже мусульманского шариата. О каком ингушском леверате вы болтаете после этого? У вас источники хромают, как и ваш мозг вместе с ними.